И в продолжении рыночной темы ситуация на крупнейшем в Центральной Азии рынке Дордой сейчас интересует многих. После закрытия границы с Казахстаном в 2010 году объемы торговли значительно снизились. В конце лета 2015 с открытием кыргызско-казахской границы на Дордою торговля возобновилась, но уже не в тех объемах до 2010 года. Китайские товары после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз стали гораздо дороже, что сказалось отрицательно на торговле. Айджибек Кимсанова прогулялась по Дордою и расспросила торговцев о том, что происходит на некогда... Говорят, на крупнейшем центральноазиатском рынке нет торговли. Еще летом владельцы контейнеров массово пытались сдать их в аренду. За 2 года цена аренды сократилась в 2 раза. Если раньше она составляла $1000, то сейчас это 500. А так как аренду нужно платить за год вперед, торговцам приходится работать только на то, чтобы покрыть аренду. А торговля, по данным Союза дордойщиков, идет не очень хорошо. Она сократилась на 80%, то есть в 5 раз. Капитал решил пройтись по рынку и выяснить, так ли плохо обстоят дела на самом деле. До 2010 года автобусы приезжали. С 2010 года автобусы перестали к нам приезжать, потому что вывоз товара был очень сложный. Казахстан вступил в таможенный союз, и вывести товар более 50 килограммов, значит, коммерческой цели вывести невозможно. В 2010 году у нас автобусы остановились. Был руководитель автобуса Матлюба, не бойтесь, не бойтесь. Они почему-то боятся, ничего не надо бояться. Мы на таможне сами же не выезжаем, нас же вытаскивают, все равно также деньги отдаем. Понятно? Кому отдаете? А кому? Мы вот хотим, сегодня я сама приехала, дети же мои несут, чтобы я сама на таможне сама отвечала. Но мне не дают такой. Вот слово чувствуете? Отвечала. На самом деле мы говорим, по правилам таможенного союза не надо отмечаться, надо свободно выезжать. Свободно выезжать. Есть неформальные платежи, которые останавливают Акджолда при пересечении и говорят, мы будем вас сопровождать с Акджола до Дордоя. 30 тысяч тенге. Сейчас, наоборот, нам надо помочь, чтобы эти автобусы могли спокойно приезжать, никто бы им не мешал, и тогда, может быть, потихонечку пошла бы работа у нас. Услуга-перевозка у нас дорогая в связи с вступлением в таможенный союз. Почему она стала дорогая? Это надо разобраться в Министерстве экономики и таможни, почему она сейчас стала дорогая. Перевозки воспользовались с момента вступления в таможенный союз и взвинтили цены, когда правительство не до предпринимателей было. Раньше біз куна төлейміз, андан кейін 1,8, 1,9. Азыр көп не считает только килограмм. Өздерің қалаған ценасын қойды. Bir кубкаға $7, $7 санаңыз 500 сом. Жолына әлі қосылады, а біздің прибыль жоқ. Например, стоит она 3000. Он говорит, да у нас в Казахстане можно за 2000 взять, да. Пепчи. Через Харгос идут прекрасные условия, а бездикелер взвинтили цены перевозками. Мы неоднократно просили Министерство экономики создать определенные буклеты, где напоминания. Мы вступили в таможенный союз. Вот этот товар растамажится по такой цене, а этот товар тогда предприниматель выгодно для себя выберет. Очень много людей закрывает контейнера, уходит на другую сферу. Это очень много, это сплошь и рядом. Сейчас наши предприниматели требуют, чтобы субарендная плата и арендная плата была в сомах. Они не успевают покупать доллар, доллар поднимается. Поэтому приостановили. У доллар 62 было, еще как-то было спокойно, а сейчас 71. Торговля плохая, да? С чем связано? Ну, с долларом, курс доллара Курс влияет, доллара. конечно, очень сильно. Привезти товар со Стамбула в Казахстан около $9,5, а привезти товар со Стамбула в Бишкек $5,5. Поэтому наше правительство обольщается тем, говорят, у нас товар, привоз стал больше. Это транзитники возят груз, а не на территорию рынка Дордой, понимаете? И наши предприниматели Кыргызстана вступили в Всемирную торговую организацию, ВТО, в свое время. И мы давным-давно, у нас есть контракты с определенными фабриками. Эти фабрики мы работаем более 20 лет. И наши предприниматели намного научились сами созводить новые лекалы, новый вид товара, да? И это есть специальный контракт, что представители Китая этот товар не должны отпускать в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и часть России, ну, определенные, да? И тем самым, несмотря на дороговизну, несмотря на вот эти препятствия на дорогах, предприниматели из Казахстана привыкли ездить на территорию Кыргызстана, взять тот или иной товар, который они не могут взять в Стамбуле, в Дубае, в Казахстане. А именно это все отпускается в Кыргызстане. И плюс, конечно, это местные наши
Made in Кыргызстан товары, которые действительно пользуются спросом. На некоторых рядах торговля идет более или менее, но в общем и целом она упала. Продать контейнеры стало невозможным. Одна проблема вытекает из другой. Доллар повысился, транспортировка подорожала, а из-за сложностей на границе предприниматели не приезжают. Китайские товары на Дордое стали по цене чуть ли не вровень с турецкими. Одна из причин – крупнейший торговый центр. Его еще называют город-рынок Хоргос. На границе Китая и Казахстана зона беспошлинной торговли, где используется модель торговли duty-free. Хоргос был открыт 9 декабря 2011 года. Он построен, и некоторые его объекты до сих пор строятся на территории двух стран. Казахстанская часть расположена в Алматинской области, китайская – в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе. Расстояние от Хоргоса до Алматы – 361 километр, на 125 километров дальше, чем от Бишкека до Алматы. Общая площадь Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос составляет 528 гектаров и в 5 раз превышает территорию ранее крупнейшего в центральноазиатском регионе рынка Дордой. 343 гектара Хоргоса – это земли Китая. Строительство объектов на них уже почти завершено. 185 гектаров – казахстанская территория, где еще идет строительство полным ходом. Его планируют завершить в 2018 году. Международный центр приграничного сотрудничества Хоргос – это акционерное общество со стороны Казахстана со 100% участием государства. Акции компании с 2011 года находятся в доверительном управлении Казахстан Темир-Жолы, которая входит в холдинг Самрук-Казына. 600 миллионов долларов китайских инвестиций будут вложены в логистическую индустриальную зону СЭС Хоргос Восточные ворота в последующие 5 лет. Планируется, что к 2020 году грузооборот в сухом порту СЭС Хоргос Восточные ворота составит 4 миллиона 400 тысяч тонн. Проект рассматривается не просто как центр шопинга, здесь планируют развивать также бизнес и медицинский туризм. Для туристов здесь предусмотрен безвизовый режим на 30 суток. Товары для личного пользования, вывозимые из Хоргоса на территорию Евразийского экономического союза, не облагаются таможенными пошлинами, если их стоимость не превышает 1500 евро, а вес 50 килограммов. С полным запуском СЭС Хоргос Восточные ворота будет создано около 10 тысяч рабочих мест. Казахстан не прочь привлечь на рынок и наших предпринимателей. У кыргызстанцев с Дордоем 20-летняя история челночества. Этот опыт может оказаться полезным для развития Хоргоса. В начале месяца сотрудники казахстанского посольства презентовали его бизнесменам Кыргызстана. О надеждах Астаны и угрозах для Дордоя, которые кроют в себе этот проект, говорим сегодня с исполнительным директором бизнес-ассоциации ДЖИА Русланом Акматбеком. Многие рассматривают Хоргос как угрозу одного из локомотивов нашей экономики – Дордоя. Понятно, что масштабы они какие-то несопоставимые, но в то же время для нас Дордой – это такой важный источник доходов в бюджет, вообще какого-то движения в экономике, да, и появления, формирования среднего класса. Насколько вообще вот этот проект может угрожать потере Дордой? Потому что для нас это важнее, да, чем строительство какого-то огромного хаба на границе Казахстана с Китаем. Мы до этого тоже ранее слышали о Хоргосе, то, что строится такая крупный логистический центр именно в приграничном районе Китая и Казахстана. Но мы как-то думали, что это, наверное, будет аналог или что-то похожее на Дордой, ну, наверное, крупнее или больше. Но когда мы узнали, он будет просто вне конкуренции, потому что это огромный мегапроект. Территориальное расположение свободной экономической зоны Хоргос Восточные ворота – это 5000 с чем-то гектаров, лишних гектаров. И там он расположен международный центр приграничной торговли, который называется Хоргос. Инвестиции говорят о многом. Казахстан уже вложил туда 300 миллионов евро. Китай намеревается вложить 600 миллионов долларов. Отличительная черта от Дордоя, мне кажется, что этот проект, он реализуется в соответствии с видением развития Казахстана. Отличительно от нашего Дордоя. То есть это государственный мегапроект. Ну, то есть для Казахстана это действительно возможность стать, наверное, я не знаю, Стамбулом в евразийской зоне или Дубай, столицей шопинга. Они позиционируют очень это место как место, где будут соединяться именно цивилизации. То есть они позиционируют себя, что Хоргос будет местом самым близким, где могут сойтись пути из Азии в Европу.
То есть они расчеты показывают, что самый короткий путь из Азии в Европу это Харгос. Поэтому да, наверное. Вообще у Китая довольно обширные границы, и даже если взять зону ЕАЭС, получается, Китай граничит с 3 республиками из 5, Казахстан, Кыргызстан, Китай, но при этом они продолжают расширять там свои торговые возможности, свои возможности экспорта. Вам делали презентацию по Харгосу. Есть ли какие-то у вас перспективы именно сотрудничества с казахстанскими, с китайскими предпринимателями в рамках этого проекта? Потому что наверняка не просто так к вам приходили и рассказывали, пытались таким образом наладить сотрудничество и привлечь. Есть ли какие-то там возможности и какой-то потенциал для тех же торговцев с Дордоя, да, к примеру? Потому что наверняка в Казахстане еще нету такой вот какой-то категории, вот какой-то группы общества, которая постоянно занимается торговлей. Ну, возможно, есть, но у нас как-то более наверняка налажены поставки именно из-за Дордо. И вот в этом отношении какие перспективы для малого и среднего бизнеса, для вот торговцев вы видите с открытием Харгоса именно для наших? Казахстан сейчас вступил в Всемирную торговую организацию, и для нее это предоставляет дополнительные возможности. И представители Казахстана отчетливо понимают, что у Кыргызстана есть большой опыт именно работы в этом направлении, но у Кыргызстана, к большому сожалению, нашему большому сожалению, нет возможности предоставить такую возможность для своих предпринимателей, потому что Харгос — это прежде всего инфраструктура, которая создана государством. И этот центр предоставляет компания с 100% государственным капиталом. И они хотят позиционировать себя для наших предпринимателей, что Харгос им открывает возможности больше, чем Дордой. Мы так думаем, что они именно как бы видят наших предпринимателей, именно тех, которые будут, например, заниматься торговлей в Харгосе. Потому что у наших предпринимателей есть огромный опыт в этом направлении. До 1935 года проект завершается полностью. Это будет огромный международный центр, где будут со своими компонентами, зонами, туристическими зонами, развлекательными, с 5-звездочными гостиницами, и где будут вестись международные торговые сделки. Поэтому там именно проходимость потока оценивается в сутки 10 до 10 тысяч человек. То есть это огромный мегапроект, он уже открылся. И, к большому сожалению, наши грузопотоки уже, особенно с Азии, начали именно уже пользоваться вот этим центром. У нас, конечно, мы могли бы конкурировать, но учитывая то, что дорогу с Харгоса до Алматы и с Алматы сюда, она у нее очень отличная. Наша же дорога с Иркештама до Бишкека, она знаете какая. Поэтому мы консультировать у специалистов, кто работает именно в таможенной сфере, в грузоперевозке. И они открыто сказали, даже вот в этой презентации участвовали наши представители компании грузоперевозки, они сказали, что это лучше, это дешевле, это намного удобнее, чем возить, например, с того же Иркештама. Может быть, наоборот, для нас это даже хорошо, что рядом с нами открывается такой центр, и это нас в некоторой степени уведет от торговли, на которой мы практически, наша экономика повязла в этой торговле и в реэкспортных отношениях, или все-таки здесь больше минусов, чем плюсов? Нет, если учитывать то, что мы находимся, конечно, в Евразесе, то есть в одном экономическом союзе, конечно, на первый взгляд это, конечно, плюс. Но если учитывать наши национальные интересы, я не думаю, что это будет плюсом для нашей страны. Потому что наши предприниматели будут пользоваться возможностью Казахстана, которую им предоставляет совсем другая страна. И в конечном итоге же мы же остаемся отдельной страной. То есть суверенитет сохраняется. И здесь мы должны были учитывать наши национальные интересы. Я думаю, что если мы где-то наверное, 10 лет воспринимали какие-то попытки создать и превратить Дордой наподобие, даже, может быть, не в этих масштабах, но хотя бы улучшить инфраструктуру и превратить это в международный центр торговли, то у нас бы, например, мы могли бы сейчас конкурировать. Но сейчас, думаю, что мы это упустили.
Мы сейчас, одним словом, мы взяли и подарили Дордой.